Савол, да, Арсен Бей, сейчас Беждаха, давайте послушаем Крым. У нас есть Эминя Вамилева, член крымско-татарского народа, меджлиса крымско-татарского народа. Давайте послушаем, да. Эминя Ханум, селям алейкум. Да, селям алейкум. Добрый вечер всем, кто сегодня присутствует в этой программе. Я бы хотела обратить внимание уважаемых гостей, уважаемых спикеров, в частности, коренного крымчанина из Евпатории, что крымские татары как народ сформировались, как этнос именно на территории Крыма. И именно поэтому у крымских татар исключительное абсолютное право на самоопределение именно на территории Крыма. Это во-первых. Во-вторых, я хотела бы все-таки обратить внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день, к сожалению, статус крымско-татарского народа так и не определен в полном объеме, в полной мере. Несмотря на то, что в 2015 году постановлением Верховной Рады крымские татары были приняты как коренной народ Крыма. Но вместе с тем я хотела бы обратить ваше внимание на то, что начиная с начала 90-х годов, с конца 80-х годов, с момента возвращения крымско-татарского народа на свою историческую родину, к большому сожалению, украинское государство так и не смогло четко и ясно определить статус крымских татар. И это не произошло ни в 1991 году после провозглашения независимости. Этого не произошло ни в 1996 году, когда была принята Конституция независимой Украины. Этого даже не произошло после 2000 года, когда Верховная Рада Украины четко и ясно брала в работу в основу рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я помню годы, когда я имею в виду представительный орган крымских татар, совместно с представителями органов власти разрабатывали законопроект о статусе крымско-татарского народа. Но, к большому сожалению, по состоянию на 2015 год, пока Верховная Рада Украины не приняла постановление о статусе коренных народов, никакого движения со стороны украинской власти, к сожалению, не было. И я по состоянию на сегодня твердо убеждена, что вот то, что мы имеем сегодня в реалиях, это, собственно говоря, отсутствие политической воли украинского государства и следствие этого. И я бы очень хотела бы, чтобы то, что сегодня сделала рабочая группа по внесению изменений в Конституцию, это огромная работа и большая признательность и благодарность всем участникам этой рабочей группы. Однако, чтобы не смешивали и не устранили все эти мифы, стереотипы по поводу того, что будем говорить, надання крымским татарам национально-территориальной автономии, это есть путь к отделению, боязнь сецессии, не знаю, сепаратистских настроений. На самом деле это не так. Пани Наталья сейчас конкретно и четко сказала, что в современном международном праве есть четкое, будем говорить так, разделение понятия, что такое национально-территориальная автономия, и не надо бояться отделения сепаратистских настроений. Это четко, ясно в международном праве на современном этапе определено. Чох Савол, Эминя Ханум, мы еще с вами свяжемся.